Какая девушка не любит бриллианты? Я не исключение. Прямо сейчас мы находимся на гранильном заводе компании FAL Diamond. И у нас есть уникальная возможность узнать, как создаются бриллианты. Алмаз становится бриллиантом в результате нескольких этапов. Этот процесс трудоемкий и очень кропотливый. Вначале камни поступают на завод, здесь они проходят разделение, а далее к разметчику. Берем камень с пакета, смотрим, определяем, какой цвет у него под люминесцентной лампой определенной. Определяем цвет, какого у него будет цвет камня, ставим и смотрим на напряжение камня. Он у нас напряженный, его поэтому желательно не пилить. Ну и через лупы наносим вручную дефекты, какие у него есть природные. Ну, каждый камень же индивидуальный, у каждого свои черты характера, у каждого дефекта разная бывает форма морфологическая. Ложим на сканер на столе. И вот сейчас будем сканировать с краской и 3D модель его. И потом буду определять, где точно находится дефект камня и что из него будет выходить. Другими словами, здесь создается паспорт алмаза, его история превращения в бриллиант. В этом документе будет указано все – и вес, и форма, и будущая цена изделия. Далее наш камень отправляется к распиловщику. В ходе этой операции кристалл алмаза разделяется на части с целью его более рационального использования. Получается, мы распиливаем камни, это лазерное оборудование стоит, получается, пилит камни, а в любых плоскостях камни заклеиваются на специальные оправы такие, да, наклеек, и они распиливаются, получается, пополам. Получается большой камень и маленький камень, а два камня получится. Распиливание может выполняться традиционным механическим способом, а также с применением лазерных технологических комплексов. На заводе для распиловки используют лазеры. Все это ускоряет процесс. После распила приступаем к шлифовке. Она у нас в сырье приходит, там формы разные бывают. Круглые, там ромбиковые. Ну, там основную массу сбиваем, грани ставим, площадку. Максимально самые большие камеры, сарайники там стоят 2 дня. Одна площадка стоит. Минимальное делается там до 15 минут. Далее камень будут обтачивать или, как говорят профессионалы, обдирать. В ходе этой операции будущему бриллианту придается форма. Эта процедура считается самой важной, поэтому обдирка может проводиться в один этап или несколько. Далее снова шлифуем камень, на этот раз автоматом. Последним этапом производственной обработки камня является огранка. После этого бриллиант попадает уже на прилавки магазинов. Пока еще у меня в руках полуфабрикат. Огранка алмаза, другими словами, это нанесение граней. Именно они позволяют алмазу максимально преломлять световые лучи. У нас дают, да, вот технологии, каждому огранщику дает сырье, да, допустим, вот так вот сырье дает, да? Из него мы делаем бриллиант. Ну, уже распиленный, уже такая прогноз уже есть, вот. Поэтому вот по диаметру мы там уже это считаем и сами делаем. Уже на глаз, не на глаз, а по диаметру, по формам. Камень берем и форму делаем, вот, допустим, вот на таком вот форму сделаем, да, сбиваем. Потом ставим на вот сангу, вот таких сангах. И ставим и делаем низ. Низ, ну, чтобы красиво было и вес был. А потом уже вверх делаем. И все, бриллиант готовый. Классическая, наиболее распространенная форма огранки круглая, с 57 гранями. Существуют также формы груша, овал, маркиз, сердце, принцесса. Все это создается руками огранщика.
мой бриллиант. Любоваться этим блеском можно до бесконечности. Ну все, пойду хвастаться подругам. До новых встреч!